4 мая, 1162 день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. Добрый вечер. В доме крымчанина Тофика Абдулгазиева российские силовики провели обыск. По версии оккупационных силовиков, владелец дома имел отношение к исчезновению в Сирии крымского татарина Энвера Меметова. После обыска полицейские составили протокол. Позже сам Тофик рассказал о беседе с силовиками. Одни и те же, говорит, манежи. В манеже, говорит, одни и те же. Потом, говорит, если еще раз будешь где-то снимать, говорит, видео, говорит, будем, говорит, разговаривать по-другому. Как бы я считаю это как предупреждение. Вот. Потому что они мне так ничего не переворачивали дома. Сделали просто вид как предупреждение. Для того, чтобы не освещать события? Да, для того, чтобы я не освещал и чтобы я передал как бы всем, типа, чтобы никто ничего не освещал. Ничего не нашли в доме, однако просмотрели телефон, компьютерную технику, но ничего не найдя, уехали. После того, как уехали, минут через 20 они позвонили опять Тофику и попросили его приехать на допрос в Центр по борьбе с экстремизмом. После этого мы проехали туда, ему предложили сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться, на что мы любезно отказались, так как данная процедура является добровольной. После этого провели опрос, в рамках которого мы также отказались давать какие-либо объяснения, потому что мы не знаем, из-за чего эти мероприятия проходят, в отношении кого. Дело Ильми Умерова рассмотрит Симферопольский районный суд. Заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров подал апелляцию на отказ Бахчисарайского суда рассматривать его дело. Но Верховный суд оккупированного Крыма не удовлетворил жалобу. Ильми Умерова оккупанты обвиняют в сепаратизме. Суд принял решение об изменении подсудности только лишь на основании письма руководителя Бахчисарайского суда Елены Лягиной. Лягина ссылается на то, что я долгое время занимал руководящую должность в Бахчисарайском районе, и только лишь на этом основании может возникнуть какая-то заинтересованность у судей, и Верховный суд принял решение изменить подсудность. Я просто, к слову, хочу сказать, что я занимал в Симферополе гораздо более высокие должности, и как они посмотрят на подсудность в Симферопольском районе, покажет время. В эти выходные оккупанты организуют праздник Хыдырлес. Ранее Меджлис крымско-татарского народа призвал не идти на эти торжества. Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов записал видеообращение к крымчанам. Хыдырлес неплохое мероприятие, но в мирное время. В этой ситуации празднование Хыдырлеса – это предательство всех тех людей, которые сидят в тюрьмах, все те люди, которые сидят под следствием, семьям тех людей, детей которых и мужей которых уже нет в живых, которые пропали без вести. Нас мир не поймет. Мы, крымские татары, находимся в том положении, в котором находились евреи во времена геноцида устроенной фашистской Германии. Сегодняшняя Россия – это фашистующее государство, которое убивает украинцев. И мы, как крымские татары, часть Украины всей, должны показать всему миру на полуострове нахождения, что действительно народ, там находясь, не сломлен. 3 часа продолжалось подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Под зданием Оболонского райсуда пикетировали члены общественной организации «Свободные люди». У здания Оболонского райсуда люди держат плакаты и выкрикивают патриотические лозунги. В организации «Свободные люди» требуют наказания для екс-президента-беглеца Віктора Януковича. Владі має бути показово, що кожен президент, хто порушує закон, хто передає своїх людей, він буде відповідати. Він буде відповідати перед судом і перед людьми. Він стільки людей загубив, починає з Майдану, що він тільки заслуга на смерть. Більше ні на чого. Мені більше нічого не треба. Треба, щоб Янукович отримав покарання, яке він заслуговує.
В зале коллегия судей из 3 человек, прокуроры и защитники экс-президента Виктора Януковича. Самого обвиняемого в государственной измене в суде нет. Защита Януковича говорит, заседание не может продолжаться. З урахуванням втручання в діяльність автоматизованої системи немає можливості розпочати розгляд і немає можливості у захисту визначити думку щодо наявності підстав для відводу. Янукович до сих пор не оповещен о вызове в суд, говорят его адвокаты. Коллегия судей частично удовлетворила их ходатайство. Планируют увидеть Януковича в режиме видеотрансляции. Адвокат заверил, его подзащитному есть что рассказать суду. Мы многократно озвучивали, что государство в настоящий момент всячески противодействует эффективному расследованию фактов покушения на Виктора Януковича. Такие действия приводят к невозможности участия нашего клиента в данном процессе лично. Будет возможность обществу услышать другую версию данной картины и самостоятельно разобраться в том, что происходило в марте 2014 года в Крыму. Снятие Януковича с розыска Интерпола не повлияет на дело, говорят в прокуратуре, и не исключают, что будут предоставлены новые ходатайства со стороны защиты, тем самым затягивая процесс. Обвинувачений та підозрюваний Янукович під час здійснення досудового розслідування не визнав свою винуватість. Сторона обвинувачення буде клопотати тільки щодо найвищої міри покарання. Це довічне позбавлення волі. Обвинение подготовило в суд более 100 свидетелей, говорят в прокуратуре. Сегодня суд перенесли на 18 мая, чтобы обеспечить обвиняемому все права, и планируют увидеть Виктора Януковича на следующем заседании суда. Эльвина Титбулаева, Асан Иминов, Заман, АТР. Председатель правления национальной общественной телерадиокомпании «Зураб Аласания» подписал контракт с наблюдательным советом общественного вещания на 4 года. Вітаю всіх. У нас сьогодні, безперечно, такий історична подія, історичний день. Бо сьогодні ми ставимо, я думаю, останню крапку на організаційному етапі створення нашого національного суспільного телерадіомовлення. Менша половина, скажімо так, правління, 3 людини займаються саме контентом. Я і 3 решта займаються виключно реформою. Ви навіть не уявляєте, який жах в всій цій системі. То я навіть не буду відволікатися на контент. По контракту глава правления приступает к исполнению своих обязанностей с 13 мая. Впервые руководителя общественного выбирал наблюдательный совет, избранный из представителей общественности и депутатов, а не кабинет министров, как это было раньше. Сочетание крымско-татарской и украинской культуры. Выставка «Символы бескрайней степи» открылась в музее Ивана Гончара. Там представлены предметы трипольской керамики из частной коллекции, а также картины современных художников. Выставка продлится до 25 июня. Да, конечно, он сейчас присядет. Символом цієї події ми вибрали Трипільську Мадонну. Це фігура абсолютно унікальна. Це 3900 років до нашої ери. Тобто більше 5000 років тому прадавній скульптор зміг в реалізмі відтворити любов жінки до своєї дитини. Ви бачите надзвичайно креативно представлені архаїчні експонати, які ви ніде не побачите, по суті, в такому антуражі. Я хочу подякувати тим художникам, які прийняли участь в цьому проєкті, тому що їх роботи, вони надзвичайно символічно викарбовують цю ідею, і вони абсолютно не випадково потрапили у цей проєкт. Если говорить про проект, эта концепция – это показать взаимовлияние украинской и крымско-татарской культуры. Показать, как народы с разным вероисповеданием, разных языковых групп, но которые проживали постоянно на одной и той же территории, которые контактировали с собой. Иногда это были военные столкновения, большей частью это было мирные отношения, это была торговля. Как мы повлияли друг на друга.
разновидности этого направления импрессионизма, это был пуантилизм, то есть точками. Вот эти точки потом соединяются, образуются уже в нечто целое. Если сблизи подойти, мы видим просто отдельно взятые мазки. Если на расстоянии отойдем, они сливаются, и уже мы видим эту форму. Его большая картина, в которой горы имеют образы, людские образы. И когда присматриваешься, видишь, насколько они разные. Некоторые между собой разговаривают, некоторые как бы обращены в какую-то вечность. Каждая земля, она настолько своеобразна и удивительна, и она формирует под себя человека. Эта выставка, очень познавательная, но в большей степени она очень эмоциональная. Еще одно место для поклонников Евровидения открыли в Киеве. Главная фан-зона появилась на Крещатике. На ней расположились лаунж-зоны, места для зрителей, а также вторая по величине сцена после конкурса, вторая по величине сцена для конкурса после Международного выставочного центра. Официальная фан-зона Eurovision Village открылась в самом центре столицы. С 4 по 14 мая гости смогут не только развлекаться и отдыхать тут на разных локациях, но и посетить концерты представителей стран-участниц Евровидения, а также украинских исполнителей. Дуже добре, те, що тут безпека належним чином забезпечена усім присутнім людям. Тому можна цілий день розважатися, гуляти. Пришли мы сюда, потому что это праздник не только, как говорится, Киева, а праздник всей Украины, праздник всей Европы. Придбали вот такую вещь. Так от тут написані слова, які стосуються і дітей, і внуків, і всього того, що доброго. Люди підходять і цікавляться такими деталями, як сувеніри. До речі, сувенірами цікавляться найбільше. Запитують, що відбуватиметься в цій фан-зоні, і завдання нас, волонтерів, їх якомога якісніше інформувати. Тому що це центр міста, великий потік людей, і не завжди вони знають, як зорієнтуватися у головних локаціях Євробачення. Сейчас в Киеве на Крещатике на открытии главной фан-зоны Евровидения 2017 находится наш корреспондент Лидия Полянская. Лидия, тебе слово. И, конечно, украинской кухней. С 12 часов дня здесь гремит музыка. С 4 часов вечера начинают выступать детские коллективы и украинские, которые только начинают свой творческий путь. Сзади меня находятся фан-зоны, зоны для отдыха, а также тематические зоны для фотографий. Команда «Заман» продолжает оставаться на месте, и больше информации о том, что происходит в фан-зоне Евровидения, вы узнаете в следующих выпусках «Заман». Это была Лидия Полянская с прямым включением с главной фан-зоны Евровидения 2017. Что же увидят гости Евровидения, которые приедут в Киев? Наша журналистка Елизавета Цареградская прошла по маршруту песенного конкурса. Порт Киев – первое, что видит иностранный гость. Сразу у выхода из зеленого коридора – обмен валют. Здесь можно обменять рубли, доллары, евро и фунты. При входе в терминал дежурят такси. Узнаем стоимость проезда к Международному выставочному центру. Таксометры? Да, у нас 18 километров, 35 посадок. Всі подимають. Ясно, дякую. Ну, а тобто це скільки десь вийде? 2 километров 20 точно. На выезде из аэропорта и еще ремонтируют дорогу. Едем по направлению к центру города. Местами дорога еще не в ямах.
Это станция метро Левобережная, рядом с которой находится Международный выставочный центр, где будет проходить Евровидение 2017. Мы решили посмотреть, как здесь готовятся к приему гостей. Пока еще пассажиры пользуются одним выходом из двух. По дороге к МВЦ цветы. До суботи їх буде більше. Композиція в японському стилі. А чому в японському? Цей рік присвячений японській темі. А що саме буде викладено? Викладе квітки сакури, сонце, яке сходить із-за гор, альтанка. Сразу у метро заканчивают строить автобусную остановку. Дороги и тротуары уже отремонтированы. На пути от метро можно обменять злоты, кроны, фунты стерлинги, рубли, доллары и евро. Для гостей столицы, которые решили воспользоваться услугами Укрзалезницы, мы решили узнать, какая ситуация на центральном вокзале Киева. Это волонтеры Евровидения 2017. Работают в 2 смены, по 10 человек каждая. Помогают туристам ориентироваться в городе. Вони губляться, коли їм потрібно викликати машину, тому що наші таксисти ставлять досить високі ціни, ми допомагаємо їм викликати машину. Якісь цікаві місця в Києві, куди можна поїхати, які фан-зони відкриті на Євробачення. До нас підійшов марокканець, йому потрібно було проїхати до свого посольства. І, звісно, коли він почув таку суму від таксистів, коли ми спитали, скільки буде, йому відповіли десь 150. Ми викликали таксі і вийшло 56 гривень. Узнать цены у самих таксистов не удалось. Увидев камеру, отказываются комментировать. Такси? Нет. А ви ж стоїте біля машин таксі? Це не ваші машини? А ми хотіли дізнатися ціни взагалі. Які розцінки? Не скажете? Не знаєте, так? А це не ваша машина? Моя. А ви таксі? Я жду клієнта. А, ви на замовлення. А не знаєте, які ціни взагалі у місцевих? Полуфинал песенного конкурса Евровидения уже через 4 дня. Елизавета Цареградская, Ильдар Исматов, Заман, АТР. На этом пока все. После «Заман» эфир продолжит Андрей Куликов, гость программы «Бугун» Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма». Хорошего вечера. Будьте с нами. Hünkârım, paşalarınız sizi bekliyor.